эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Глава Якутии поставил задачу перед медицинскими организациями республики в разы ускорить темпы вакцинации. 106 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в республике за сутки. Школа драматургов Арктики в Якутске подвели итоги межнационального проекта. С сегодняшнего дня начинается массовая вакцинация для жителей города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса. Глава Якутии поручил ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе встречи с главными врачами поликлиник, больниц и медцентра города Якутска. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не улучшается, рост заболевших ковидом сохраняется. В регионе необходимый объем для вакцинации имеется. В ближайшее время поступит 10 тысяч доз вакцины. Также ожидается партия вакцины в объеме 50 тысяч доз. Айсан Николаев поручил увеличить количество прививочных бригад в Якутске и Мегино-Кангаласском улусе, которые будут работать в поликлиниках не только в будни, но и в выходные дни с 8 часов утра до 20 часов вечера. В республику поступает достаточное количество доз вакцин «Спутник Ви» и «Пивак Корона». Мы будем работать все выходные, все рабочие дни с 8 до 8 вечера. Те, кто записаны, и те, кто еще не решился, приходите к нам в поликлинику, мы будем всех вакцинировать. Работа поликлиник наших Якутской городской больницы номер 2 будет осуществляться с 8 до 8 вечера без выходных праздничных дней. По следующим адресам: улица Кузьмина, 3, поликлиническое отделение номер 1, поликлиническое отделение номер 2, Березовая, 11, и село Маган, Маганская амбулатория, это Алымова, 12/1. Кроме того, в ближайшее время мы определим мобильные вакцинальные пункты, это в местах массового скопления людей, торговые центры, досуговые центры. Дополнительную информацию до всех доведем. Также Айсан Николаев подписал указы, в которых введены новые ограничительные меры. Так, при приезде ребенка в другой населенный пункт, например, из Якутска в район, родителям необходимо оповестить об этом местную администрацию. В течение 2 недель ребенок должен находиться под наблюдением. Также в связи с ростом заболеваемости среди детей приостановлена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров до конца мая. Кроме того, до конца месяца закрыты дискотеки, караоке и танцполы. Под запретом выступления артистов, а банкетные залы работают до 22 часов. На дистанционный режим работы в приоритетном порядке переводят беременных женщин при сроке 22 недели и более. А все работодатели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима в административных и производственных помещениях. Более того, все контактные поверхности должны дезинфицироваться каждые 2-4 часа. 106 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. Так, в Якутске 65 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 21, в Нерюнгринском и Кобяйском районах по 4 инфицированных, в Усть-Алданском районе 3, в Ленском, Намском и Чурапчинском районах по 2 случая заболевания и по 1 в Алданском, Вилюйском и Горном районах. К другим темам. Уровень воды на реке Амге превысит отметку опасного явления в ближайшие сутки. По состоянию на 20 часов 15 мая уровень воды у гидропоста села Амга достиг отметки 909 сантиметров. В ближайшие сутки рост продолжится до отметки 920-940 сантиметров, что превысит отметку опасного явления на 15 сантиметров. Ожидается подтопление пониженных участков населенного пункта, говорится в сообщении. На участке 41-47 километра автодороги Амга-Аннёс 13 мая запрещено передвижение транспортных средств в связи с превышением уровня воды и затоплением участка дороги. Кроме того, на региональной дороге Битюн на участке 79-80 километра также затоплена часть дорожного полотна и мостовой переход. Проезд автотранспортных средств затруднен. В этом году ледоход в Ленске начался 13 мая. И если сейчас все проходит благополучно, то май 2001-го ленчане запомнили надолго. Они рассказали нашим коллегам о событиях 20-летней давности. Наверное, так сейчас мог выглядеть весь Ленск. 20 лет назад река стремительно ворвалась в город, оставив после себя пустыри и разрушенные дома. Сейчас о последствиях страшного наводнения напоминают лишь окраины.
Огромное количество пострадавших. В лучшем случае имущество утонуло, в худшем не стало крыши над головой. Таким запомнился ленчанам день 14 мая 2001 года, когда в город пришла большая вода. Но я пролетала тут, и я видела там на Мохтуйке глыбы стояли на уровне трехэтажного дома почти. Это было что-то. Утонули, да и все. Ни квартир, никого. Все выбирались, как могли, так и выбирались. Нас снимали и Чехия, и Словакия, показывали даже за гранкой. Мы в самом были наводнении. В самом. И еще тысячи таких же людей, переживших трагедию. Итогом стали 3500 разрушенных домов, 30 тысяч пострадавших и больше 6 миллиардов рублей ущерба. Двухэтажное деревянное здание чудом не унесло в реку. Держала система отопления. В каждой семье были свои потери, но горе объединило людей. Какие-то были моменты, которые раскрывали хорошие человеческие чувства, и люди по этим чувствам скучают. Вот особенно в период, когда все начинает зацикливаться на материальном, люди очень скучают по человеческому. Порой такое даже проявляется, что вот с каким-то интересом это рассказывается, с каким-то таким какой-то такой, почти ностальгия. Что стало причиной трагедии? Ледовый затор в районе Батамайского острова. Он разросся до небывалых 80 километров. В Иркутской области тогда установилась довольно-таки жаркая погода, от 27 до 29 градусов тепла. На нашей территории температуры были, конечно, гораздо ниже, превышали немногим 0 градусов. Снег на возвышенностях сохранялся аж вплоть до 20 мая. Это способствовало выхолаживанию воздуха в ночное время до -2, -6 градусов. А как известно, что заторы льда формируются в основном при отрицательных температурах. 14 мая в 19:50 в Ленске объявили режим ЧС. Утром 15-го вода поднималась со скоростью 20 сантиметров в час. К 9 часам вечера ее уровень превысил показатели наводнения 1998 года. Людей эвакуировали на незатопленные участки. Тем временем в Ленск пришла вторая волна. Трудно представить, но 20 лет назад первый этаж этого дома был полностью погружен под воду. Тогда, 18 мая, уровень воды в этой точке достиг 20,5 метров. Вскоре после наводнения в центре Ленска появился памятник с отметкой максимального уровня воды. Когда вода отступила, начался долгий период восстановления. Весь процесс лично контролировали первые лица страны. За несколько месяцев город практически отстроили заново. Продолжилось строительство защитной дамбы. Не зря. После 2001-го она не раз доказала свою эффективность. За 20 лет изменилось многое. Появились новые микрорайоны, улицы и места отдыха горожан. К весеннему паводку теперь готовятся по-другому. Ответственно, с государственным подходом. Но все еще остались люди, которые каждую весну готовят свой тревожный чемоданчик с документами, продуктами и личными вещами. Ксения Журавлева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Во второй половине мая на 12-й фабрике Удачнинского горно-обогатительного комбината начнется плановый ремонт. Продлится он 2 месяца, после чего фабрика вновь приступит к работе. В этом году остановить фабрику планируют на меньший срок, чем в предыдущем. На качество работ это не повлияет, уверены обогатители. Традиционно запланирован ремонт конусной дробилки. Он возможен только при полной остановке предприятия. Проведут замену трубопроводов и металлоконструкций. Основные работы планируют вести в дневную смену. У нас не все материалы прибыли по зимнику, но обещают нам ближайшими поставками по воде восполнить недостающие материалы. Надеемся, что все оборудование и материалы прибудут в срок. В Якутске подвели итоги работы межнационального проекта «Школа драматургов Арктики». На протяжении месяца арктические писатели давали авторские мастер-классы, совмещенные с театральной читкой для широкого круга зрителя. Особенность проекта в совмещении с цифровым видеоконтентом, для которого нет часовых поясов. Он доступен широкой аудитории всей страны и зарубежья. Такого литературного видеоконтента еще никто в стране не делал.
Помимо этого, медиашкола предложила открытый разговор о литературе и драматургии арктического региона, сюжетах и проблематике современной прозы и драмы, взаимосвязи художественного текста и эпоса, особенностях перевода и развития русского языка в условиях билингвизма северных авторов. Одна из наших главных целей является сохранение этих мастер-классов в интернет-пространстве, чтобы люди, пользователи сети интернет, глобальной сети, узнали, что такое, широко узнали, что такое якутская драматургия, познакомились с работами якутских драматургов, ну и, конечно, заинтересовались. Этот проект не только работает на развитии якутской драматургии, но и работает на повышение хорошего имиджа нашей республики. Меньше 2 недель остается до старта летнего туристического сезона в России. Из-за пандемии россияне все чаще выбирают внутренний туризм. Самые излюбленные направления – это Москва, Сочи, Крым или Байкал. Подробнее о том, что ждет туристов на Байкале в этом году, расскажет Петр Васильев. Приветствую с берегов Байкала. Жемчужина России, самое глубокое озеро в мире, снова набирает популярность как у туристов со всей страны, так и у местных жителей. Сейчас, хоть и не сезон, середина мая, но здесь уже и местные жители, и жители ближайших населенных пунктов, и в целом области уже собираются сюда в поездки провести как, возможно, выходные дни, так и ближайшие летние праздники. Отмечу, что проезд до Байкала максимально простой для всех туристов. Сделали все необходимые условия. Самый минимальный, затратный и самый быстрый способ – это добраться от городского автовокзала здесь до остановки музея Байкала всего за 153 рубля. Собственно, как мы и сделали, взяв всего лишь с собой один рюкзак и бутылку воды. Ну, отмечу, что сам я здесь, на берегу Байкала, впервые. Ощущения, конечно же, ни с чем не сравнимы. Чувствуется мощь, чувствуется сила воды. И первое, о чем я подумал, что это совсем не похоже на озеро, это больше даже море. Поэтому, если вы еще не выбрали, где провести, возможно, ближайший отпуск или даже лето с детьми, то добро пожаловать на Байкал, на нашу жемчужину России. Мокрый снег и порывы ветра прогнозируют синоптики в ряде районов Якутии сегодня. Непогоду стоит ожидать в Оленёкском районе и на севере Мирнинского. Также в Ленском, Мирнинском, Жиганском, Нюрбинском, Сунтарском, Алекминском районах возможен порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, а в Оленёкском до 22 метров в секунду. На этом выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маски.